Родители, мы рады приветствовать вас в Коми Республиканском институте развития образования на очередном онлайн-родительском собрании. Воспитание ребенка, забота о его здоровье и благополучии — это трудоемкий процесс, требующий от родителей много сил и терпения. Мы переживаем за своих детей, мы неспокойны, если не видим их, и тем более, если не знаем, где они. И во многом наши волнения и страхи оправданы. Окружающий мир далеко не всегда дружелюбен по отношению к детям. Как же уберечь ребенка от маньяка, убийцы, насильника или просто от плохой компании? Об этом мы сегодня с вами поговорим на нашем родительском собрании, тема которого — сексуальное насилие над детьми, как уберечь ребенка от беды, особенности полового воспитания. Представляю вам наших экспертов и программу нашего собрания. Первым перед нами выступит Темуков Ислам Исхакович, инспектор первого отделения Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми, с докладом «Сексуальное насилие над детьми. Как уберечь ребенка от беды». Попова Анна Владимировна, врач-гинеколог, и Абрамова Валентина Александровна, психолог Коми Республиканского перинатального центра, поговорят с вами о половом воспитании и профилактике ранней беременности среди детей и подростков. Пасынкова Юлия Георгиевна, врач-психиатр, психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук, заведующий отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности Коми Республиканской психиатрической больницы, расскажет вам о самых распространенных ошибках родителей в половом воспитании детей. Ну что ж, начинаем, и первому я слово даю Исламу Исхаковичу. Пожалуйста. Уважаемые родители, в начале своего выступления непременно подчеркну, что вопросы противодействия преступлениям, совершаемым в отношении несовершеннолетних, в том числе преступлениям против их половой неприкосновенности, такие вопросы, как профилактика подобных преступлений, являются приоритетным направлением деятельности как Следственного комитета России в целом, так и Следственного управления по Республике Коми. Этим вопросам уделяется значительное внимание следователями в ходе проведения процессуальных проверок, расследований уголовных дел, обозначенной мной категории. Во всех случаях принимаются меры, в том числе к установлению причин и условий, способствующих совершению этих преступлений. Эта работа обобщается. Из проводимого анализа можно сделать вывод о том, что подавляющее большинство преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, это преступления против их половой неприкосновенности. Говоря о причинах и условиях, способствующих совершению, необходимо отметить, что сегодня на дворе век цифровых технологий. В этой связи, с учетом того, что сама глобальная сеть интернет, всевозможные социальные сети, они получили широкое распространение, в том числе активно указанными социальными сетями. Сетью интернет пользуются в том числе и наши дети. Очень много преступлений обозначенной категории совершается посредством сети интернет в ходе переписки с несовершеннолетними в различных мессенджерах, социальных сетях. Поэтому всех родителей я призываю, чтобы они обеспечили контроль за временем препровождения детей в социальной сети, контролировали их социальные сети, с кем они вступают в переписку, какие посещают сайты, потому что в интернете публикуется различная информация, и возможности общения не ограничены в том плане, что территория большая, сообщения доставляются мгновенно, и вообще сама сеть интернет — это довольно трудно контролируемое пространство. Этим зачастую пользуются злоумышленники, и посредством указанных социальных сетей, сети интернет совершают преступления в том числе против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Зачастую дети, которые вступают в подобную переписку, сами не в полной мере осознают характер той переписки и содержание, скажем так, условно, разговоров, которые с ними ведут в силу своего возраста, особенностей психологического развития. В этой связи становятся они жертвами преступлений. Также хочу отметить, что помимо того, что мы контролируем
должны, во всяком случае, контролировать то, каким образом дети пользуются социальной сетью. Нужно не забывать и, скажем так, о реальном окружающем их мире, кто входит в круг общения ваших детей, как они проводят свой досуг. Соответственно, призываю к тому, чтобы дети были как можно больше заняты, помимо основного школьного образования, в различного рода секциях, кружках, чтобы время их было расписано, они придерживались определенной жизненной программы и тратили свое время и силы на созидательные моменты в том, что им близко, в том, к чему они расположены. Вся эта работа в общей совокупности, безусловно, и со всеми учреждениями системы профилактики преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних, она в некотором смысле позволит обезопасить наших детей. Как говорится, чем меньше у них будет свободного, неконтролируемого от взрослых времени, тем меньше вероятность того, что они могут стать жертвами преступных посягательств. Также, наверное, нельзя не отметить еще и тот факт, что действующим уголовным законом России предусмотрена уголовная ответственность за вступление с лицами, не достигшими 16-летнего возраста, пусть и добровольно какие-то сексуальные отношения. Ответственность это регламентирована статьей 134 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта категория преступлений, она также довольно распространена. И в ряде случаев лица, которые совершают преступления, не всегда знают о том, что подобного рода ответственность существует. А эта ответственность существует. И опять же, как показывает практика, большинство случаев, когда дети становятся потерпевшими, подверженными, в том числе сексуальному насилию, это связано с тем, что не всегда охвачены они в должной мере где-то родительским контролем, где-то контролем со стороны организаций, в которых они проводят свободное время. В общей совокупности это приводит к тому, что ребенок, который, скажем так, недополучил и лишен в должной мере этого контроля, он может стать жертвой преступления. В этой связи к обозначенным мной вопросам нужно относиться крайне внимательно, и вопросам этим каждодневное внимание должно быть уделено. Вкратце основные причины, по которым так или иначе дети становятся жертвами преступления, я обозначил. Если у кого-то есть что добавить или, может быть, вопросы какие-то, насколько я смогу, я постараюсь на них ответить. Ислам Исхакович, а есть какая-то статистика по республике Коми или нельзя говорить об этом? Статистика есть, но сейчас я ее не приведу. Понятно. Уважаемые родители, я вам напоминаю, что в чате вы можете задать вопросы нашим экспертам. Также вы видите, у нас есть раздел «Вопросы», где вы также можете нашим экспертам задать любой вопрос. Ну, а мы идем дальше, и я даю слово нашим коллегам Анне Владимировне и Валентине Александровне. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые родители. Я врач-акушер-гинеколог. Меня зовут Попова Анна Владимировна. Я являюсь врачом-акушер-гинекологом Коми Республиканского перинатального центра, а именно отделения охраны репродуктивного здоровья. Немножко хотела бы рассказать о том, как вообще организована помощь гинекологическая и андрологическая, то есть та помощь, которая касается репродуктивного здоровья для наших детей и подростков на территории Республики Коми. В городе Сыктывкарь у нас существует отделение охраны репродуктивного здоровья, которое находится по адресу Орджоникидзе, 28, которое обслуживает детей и подростков от 0 до 21 года включительно на бесплатной основе при наличии действующего медицинского полиса. Любой ребенок, да, мальчик, девочка может обратиться в наше учреждение до 15 лет в сопровождении законных представителей, то есть родителей или опекунов, после 15 лет самостоятельно. Мы осуществляем лечебную профилактическую деятельность, направленную на укрепление репродуктивного здоровья, на лечение каких-то выявленных заболеваний. И в том числе занимаемся профилактикой раннего начала половой жизни, нежеланной беременности в этой
подростковой группе. И я бы хотела сказать, что вообще буду говорить о девочках, потому что я врач-акушер-гинеколог. Девочка должна быть знакома с таким врачом, как гинеколог, ну, буквально с рождения. У нас существуют действующие приказы, которые регламентируют возраст, когда девочка должна посетить врача-гинеколога. Это 3 года, 6 лет, 13 из 15 ежегодно. Обычно это организовано на базе дошкольных образовательных учреждений либо школ, но иногда комфортнее и приятнее для ребенка прийти к гинекологу в сопровождении мамы или бабушки, да, чтобы какие-то вопросы, касающиеся здоровья, гигиены, строения половой системы, именно обсудить лично с врачом-акушер-гинекологом. Поэтому не стесняйтесь, приходите к нам, не обязательно направление от врачей, педиатров, ваше самостоятельное обращение тоже мы приветствуем, пожалуйста, обращайтесь. Теперь то, что касается темы. Я бы хотела сказать несколько цифр. Да, то есть если говорить о нежеланной беременности и абортов у несовершеннолетней, то удельный вес из всех абортов на 2021 год составил 0,9. Если по сравнению с 2020 годом он был 1,2. То есть это очень радует, что снижается количество абортов, произведенных именно в этой возрастной категории. Но по Российской Федерации он 0,8, да, то есть мы все-таки опережаем пока Российскую Федерацию. В нашей республике, а именно отделением охраны репродуктивного здоровья, проводятся различные мероприятия для того, чтобы профилактировать нежеланную беременность и как-то пытаться донести нужную, важную информацию о репродуктивном здоровье подросткам. То есть мы очень активно сотрудничаем со средствами массовой информации. Вот именно за 2021 год у нас неоднократно был выпущен цикл телепередач на канале «Россия-24. Вести здоровья». Освещались такие вопросы, как что такое репродуктивное здоровье, профилактика аборта, репродуктивное здоровье девочек, репродуктивное здоровье мальчиков, охрана репродуктивного здоровья населения, здоровый образ жизни, подготовка к беременности. То есть эти все программы вы можете посмотреть в архиве канала, да, там есть важные вещи, которые, скорее всего, вас заинтересуют. Также в каждом регионе Республики Коми при женских консультациях существуют кабинеты поддержки беременных женщин. Там работают психологи и специалисты по социальной работе. Иногда это люди, которые очень заинтересованы именно в освещении вопросов, касающихся здорового образа жизни, репродуктивного здоровья. И если у вас возникают какие-то вопросы, не потрудитесь спросить, где в вашем населенном пункте есть такой кабинет, и можно ли туда обратиться с интересующими вас вопросами. Также наше учреждение очень ежегодно выпускает различные санбюллетени. Вот, например, за 2021 год для подростков и их родителей были выпущены такие бюллетени по таким темам. 7 причин сказать аборту нет, последствия аборта, профилактика аборта, репродуктивное здоровье, контрацепция подростков, поговорил бы кто со мной. То есть обычно эти буклеты разрабатываются совместно врачами и психологами, содержат минимальной информации, но очень важные тезисные какие-то ключевые моменты. Если вам трудно поговорить со своим подростком открыто о каких-то вещах, то вы, пожалуйста, можете приходить в наш центр и попробовать взять эти буклеты для того, чтобы в каком-то хотя бы виде донести до вашего ребенка ценную и необходимую для него информацию.
Также я бы хотела сказать, что в нашем центре не только существует гинекологическая помощь, но есть еще и андрологическая помощь. Не надо исключать мальчиков из вопросов, касающихся репродуктивного здоровья. Если мы будем говорить с вами о бесплодии, то сейчас мужское и женское бесплодие делится в равной степени, 50 на 50, и поэтому мальчик тоже должен знать, куда он может обратиться, и родители также не пытайтесь как бы эту тему замалчивать до какого-то взрослого возраста, потому что есть проблемы репродуктивной системы, которые можно решить уже в очень маленьком возрасте. Многие образовательные учреждения, ну, именно города Сыктывкара и Сыктывдинского района, очень часто к нам обращаются с целью проведения каких-то лекций на базе школ. Мы довольно активно откликаемся, всегда рады помочь, предоставляем специалиста, который может прийти в школу, как-то провести беседу. Можно побеседовать и с педагогическим коллективом, и с родителями, и с воспитанниками. Так что, пожалуйста, если есть такая необходимость, делайте заявки, мы всегда готовы вам помочь. Ну, вопросы, касающиеся, наверное, полового воспитания, осветит наш психолог Абрамова Валентина Александровна. Я с удовольствием передаю ей слово. Спасибо, Анна Владимировна. Добрый вечер, дорогие родители, педагоги. Хотелось бы, конечно, поговорить о очень важной теме. Вот я, работая в Центре охраны репродуктивного здоровья, сталкиваюсь довольно часто с ситуациями, с проблемами также нежелательной беременности в подростковом возрасте. И понятное дело, что когда молодая девушка попадает в такую ситуацию, это всегда, конечно, большой риск для ее здоровья. При этом это, конечно, опасны обе ситуации, как когда она и сохраняет беременность, это большая нагрузка для ее организма, и риск как и для ее здоровья, и для будущего ребенка. Но и есть другая, конечно, ситуация, когда находят крайний выход из создавшегося положения и идут на прерывание беременности, что также является крайне нежелательным, поскольку это и риск и для здоровья, и может в дальнейшем быть чревато негативными последствиями как не только физического здоровья, но и психологического. Поэтому, конечно же, желательно вообще в такие ситуации не попадать. И здесь, конечно, когда рассматривают разные причины, почему возникла беременность, чаще всего, конечно же, эта проблема связана с половым воспитанием, а точнее его отсутствием. Получается, очень часто сталкиваемся с ситуациями, что в семьях на самом деле половое воспитание не проводится. То есть часто, именно в 90% случаев, с этой проблемой сталкиваются именно тогда, когда в семье не налажены отношения с детьми, и когда на эту тему обычно не разговаривают. Хотелось бы об этом немножко поговорить поподробнее, потому что это очень-очень важно. На самом деле половым воспитанием, да, мы стараемся заниматься, мы активно, вот как Анна Владимировна говорила, выходим в школы, выходим в колледжи, проводим лекции, беседуем с подростками, с родителями. Но на самом деле большая роль именно в половом воспитании отводится в первую очередь семье. И этим вопросом нужно задаваться не в возрасте уже, когда ребенок столкнулся непосредственно с этим в подростковом, да, а начинать заниматься надо уже с самого раннего возраста. То есть уже когда ребенок находится в дошкольном возрасте, когда он еще маленький, еще только посещает садик, с ним уже тогда можно и даже нужно разговаривать на эти темы. А вот каким образом? Вот дошкольный возраст — это как раз такой период, когда ребеночек, он немножко подрос, он уже отделился от мамы, он стал активно изучать мир, он становится более-менее самостоятельным, он активно изучает окружающую обстановку, и он начинает понимать, что есть он,
ребенок, а есть другие дети, другие взрослые, и он видит, что есть я, есть другие. И здесь очень важна задача родителей научить ребенка своей неприкосновенности. Есть так называемое правило нижнего белья, или еще по-другому называют правило пенс, правило трусиков. То есть это когда нужно объяснить и рассказать ребенку о том, что к нему не имеет права никто прикасаться вот именно области нижнего белья, то есть где трусики находятся. То есть это право имеют там мама, например, да, помочь там поменять трусики. И крайний случай — это когда вот приходит, когда допускается незнакомый человек, это к врачу в кабинете при присутствии мамы. Всем остальным нельзя прикасаться вот к этим местам. И это ребенку нужно объяснить, показать, что на самом деле ты имеешь право сказать «нет», если кто-то начинает прикасаться, где тебе вот некомфортно или в каких-то странных местах. С этим, к сожалению, бывают сталкиваются и детки, и родители, и важно уже сейчас маленькому ребенку об этом рассказать и объяснить. Часто сдаются родители еще вот в этом возрасте, когда ребенок маленький, дошкольный, это же возраст почемучек. И очень часто дети дошкольного возраста начинают интересоваться такими вопросами. А откуда я появился на свет? А как появляются детки? Особенно очень часто задаются этим вопросом, когда они видят, что у них рождаются братики, сестрички, или они видят в садике, как-то кто-то рассказывает о рождении своего братика или сестрички. И чаще всего, конечно, что родители делают? Они обычно в это время начинают отшучиваться, говорить, что вырастешь, узнаешь, или часто прибегают к известным мифам о том, что тебя аист принес, или мы нашли тебя в капусте. На самом деле здесь нужно и важно разговаривать с ребенком о том, что на самом деле, что ребенок как появляется на свет простым, доступным языком. И здесь у родителей всегда возникает большой вопрос: а как об этом сказать маленькому ребенку, как ему объяснить? И сейчас я рекомендую использовать различную литературу. Очень много вышло книжек интересных, познавательных, детских, энциклопедий о том, как появляются дети на свет, о анатомии, о физиологии. И эти книжки очень интересны, красочные, и где доступным, понятным языком все рассказывается. Вы можете взять эти книжки, купить и вместе с ребенком посмотреть, изучить, порассматривать, рассказать о том, кто есть девочки, кто есть мальчики, что они между собой различаются, о том, что девочки, они отличаются от взрослых женщин. То есть это все простым языком понятным вы можете вот найти вот в этих книжках, если самим сложно подобрать нужные слова. И обычно уже к 7-8 годам дети должны понимать, откуда они появились на свет, то есть они должны владеть вот этой информацией, конечно, которая будет сказана простым, доступным, понятным языком. Вот. И очень важно, что эта тема, она не должна быть запретной, закрытой. То есть нужно об этом говорить спокойно, ведь репродуктивная система и вообще репродуктивное здоровье — это такая же важная, естественная часть нашей жизни, как и если мы будем говорить о системе, например, пищеварения, будем говорить про наши глаза, почему у нас там два глаза и почему, как мы смотрим вообще. То есть это также естественно и нормально, и поэтому важно уметь об этом с ребенком разговаривать и рассказывать. Чем старше становится ребенок, тем кругозор вы можете больше его расширять, больше рассказывать информацию. То есть уже к началу подросткового периода, к 11-12 годам вы можете рассказывать уже о физиологических изменениях, которые будут происходить с ребенком. То есть очень часто сталкиваемся мы с ситуациями, что девочки, когда вступают в подростковый период, они не готовы к тем изменениям, которые с ними происходят. Они не готовы к изменениям своего тела. Для них это все непривычно. Для некоторых это большой-большой стресс. Поэтому если заранее с ребенком обсудить, что это нормальный, естественный физиологический процесс, когда изменяется твое тело, когда ты превращаешься из ребенка в взрослого человека.
и об этом обсуждать, разговаривать. Опять-таки можно с опорой на какую-то литературу детскую, на энциклопедии, то и ребенку проще это все понять и принять все эти изменения в своей жизни. И он будет это воспринимать естественно и нормально. Ведь часто ведь бывают такие ситуации, что дети, они, если не получают какую-то информацию дома, они будут ее искать на стороне. Тема вот полового созревания, отношений, интимных отношений, она для них очень актуальна, особенно в подростковом возрасте, когда интимное общение между людьми становится для них ведущим и основным видом деятельности в этом возрасте. И понятно, что если они не могут узнать про то, как взаимодействовать с противоположным полом дома, они будут искать эту информацию в школе, сами где-то в литературе, в своих кругах общения. И нередко именно в этих кругах общения может передаваться не самая правдивая информация, и могут передаваться какие-то мифы, которым дети искренне верят. Например, вот нередко сталкивались с ситуациями, что можно предотвратить беременность, используя какие-то народные средства, там, используются, например, тем же лимоном. Верят в это и искренне недоумевают, почему мне не помогло. Поэтому лучше, чтобы эту информацию предоставляли именно вы, родители, дома, в спокойной, нормальной обстановке, где они чувствуют себя безопасно, непринужденно и легко. Вот. Есть также варианты, если опять-таки сложно, самим неудобно говорить на эту тему, сложно подобрать нужные слова. Есть помимо литературы обучающие видеоролики. Создано даже ряд мультфильмов, когда девочка взрослеет или когда мальчик взрослеет. Эти мультфильмы, они простым, доступным языком могут показать и рассказать о тех изменениях, которые происходят в организме, что будет понятно для ребенка. Так что очень много, конечно, зависит именно от родителей. Здесь огромную роль играют ваши отношения в семье. Здесь важно, чтобы у вас были именно доверительные отношения, добрые, дружеские, чтобы ребенок знал, что он в любой ситуации всегда может к вам подойти, обратиться за помощью, что вы его не наругаете, не будете над ним смеяться, не отвергнете. Он должен знать, что с любым абсолютным вопросом может к вам обратиться и узнать. Поэтому вы должны изначально, вот с самого маленького возраста, показать, что вы готовы к общению, открыты, вы его принимаете и готовы быть ему всегда помощью, поддержкой и опорой в вашей жизни. Я думаю, вот это самая важная цена именно в вопросах полового воспитания. Спасибо. Спасибо, Валентина Александровна. Ну, насколько я вижу, у нас поступил один вопрос. Может быть, мы посмотрим, если он именно вам. Можно увеличить как-то? Не очень хорошо видно. Здравствуйте. Как реагировать родителю, классному руководителю, если ребенок 13-14 лет оставляет комментарии в социальных сетях ВКонтакте, в группах под картинками эротического характера? Кто ответит из наших экспертов? Давайте я, наверное, отвечу, что на самом деле вот 13-14 лет это логично, что ребенок вообще проявляет активный интерес к теме всяким эротическим темам. На самом деле здесь не надо ни паниковать, не надо как-то устраивать допрос с пристрастием ребенку. Нет, здесь, если это вас беспокоит, его комментарий, если что-то какое-то показался вам не очень хорошим, просто обсудите с ребенком, а что он думает по этому поводу, как он вообще относится к этой теме, а изначально вообще, как у вас взаимоотношения постоянно, общались ли вы на эту тему. То есть здесь просто спокойно обсудить, поговорить с ребенком. Что, почему, как. Это единственный способ. Какая-то бурная эмоциональная реакция, она никогда не даст никакого положительного результата. Здесь именно спокойное дружеское общение, разобраться вместе, узнать.
А то, что интерес он проявляет, это вполне логично и естественно вот для этого возраста. Потому что, говорю, дети всегда будут искать эту информацию, им всегда это будет интересно, любопытно, особенно если это дома. Тема никогда не поднимается, всегда под каким-то запретом ребенок всегда найдет возможность узнать где-то на стороне какой-то мультик, какие-то эротические фильмы, какие-то даже находить порнофильмы. Он будет всегда проявлять к этому интерес. Поэтому лучше активнее дома с этим обсуждать, разговаривать. Мгм. Спасибо большое. Можно я еще Александровна? добавлю Да, немножко? пожалуйста. Я вот хотела бы дополнить Валентину Александровну в плане того, что к определенному возрасту, а именно к подростковому, вообще и мальчик, и девочка должны знать, как называются правильно половые органы, да, что может с ними происходить, и это все лучше сделать в таких научных терминах. Очень часто бывает, что ребенок, не обладая этой информацией, начинает какие-то комментарии писать, да, которые просто говорят о том, что он, скажем, не понимает до конца тот или иной термин, думает, что это означает одно, а на самом деле это другое. То есть не стесняйтесь, да, потому что эта информация очень ценна, и бывает немножко неприятно, когда во взрослом возрасте приходит взрослый человек, и он не может объяснить на уровне репродуктивной системы, что с ним случилось, где у него какие-то беспокойства, да, и вообще как все это называется, и вот там, здесь это уже как бы не считается это правильным. Вот я бы хотела вот это дополнить. Спасибо. Спасибо. Ну, я передаю слово Юлии Георгиевне. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники родительского собрания. Половое воспитание, оно является неотъемлемой частью воспитания в целом, и начинать его нужно с самого раннего детства. И если говорить обобщенно, основная цель полового воспитания — это вырастить из мальчика мужчину, из девочки женщину. Оно подразумевает под собой совокупность мер, направленных на формирование у ребенка понимания своей половой принадлежности, модели полового поведения, навыков личной гигиены, представлений о физиологических изменениях, свойственным юношам и девушкам, и адекватного, разумного отношения к половому вопросу. Тема сексуальных взаимоотношений между мужчиной и женщиной, она не должна быть табуирована и вызывать у ребенка чрезмерного смущения или страха. И если у ребенка появляются вопросы на эту тему, то ребенок должен знать, что он обратится с ними к родителям и получит доходчивые ответы. И в то же время родителям нужно понимать, что чрезмерная открытость в данном вопросе, она может навредить. Знание основных механизмов психосексуального развития ребенка необходимо для того, чтобы родитель понимал, что происходит с ребенком, и помогал ему благополучно развиваться, и мог предотвратить возможные отклонения в будущем. Психосексуальное развитие детей и подростков, оно включает два компонента, это психический и физиологический компонент, и существует несколько теорий психосексуального развития детей. Одна из самых распространенных, самых основополагающих теорий — это психоаналитическая теория Зигмунда Фрейда. Она включает в себя 5 стадий. Это оральная стадия, анальная, фаллическая стадия, латентная и генитальная стадия. И каждая стадия, она отвечает за развитие определенных черт личности человека, и от того, как ребенок будет проходить эти стадии, зависит его в дальнейшем взрослая жизнь и сексуальная сфера. И если в определенный период развития наблюдаются какие-нибудь отклонения и проблемы, то может произойти застревание или фиксация на данной стадии, и тогда взрослый человек, он сохраняет бессознательную память о конкретной психической травме или конкретном периоде, и в минуты тревоги, слабости он как бы возвращается в тот период детства, когда имело место травматический опыт. И фиксация на каждой определенной стадии, она будет иметь свои проявления во взрослой жизни.
Ну вот первая стадия – это оральное от рождения до 1,5 лет. И здесь главное удовольствие малыша составляет сосание и жевание. И на протяжении всего этого периода очень важен грудное вскармливание и тактильный контакт с матерью. Какие могут быть проблемы? Это излишняя строгость матери, игнорирование потребностей ребенка или наоборот, чрезмерная гиперопека со стороны матери, когда она готова предугадать любое желание ребенка. И обе эти модели поведения, они ведут к формированию у ребенка орально-пассивного типа личности. В результате появляется зависимость, неуверенность в себе. И в будущем такой человек, он постоянно будет ожидать от окружающих материнского отношения. Слишком раннее внезапное отлучение от груди, от пустышки, бутылочки может привести в дальнейшем к таким привычкам, как грызть ногти, обкусывать губы, мусолить во рту кончик ручки или, может быть, пристрастие к курению, алкоголю, обжорство и так далее. И поэтому очень важно в первый год жизни готовность мамы откликнуться на плач младенца, продолжительное грудное вскармливание, тактильный контакт. Мальчиков ласкают до 3 лет, затем они выворачиваются из рук и убегают к папе, а девочек заласкать невозможно. На следующей стадии это анальная стадия от 1,5 до 3 лет. И здесь внимание ребенка смещается с зоны рта на область сфинктеров, которыми в это время ребенка обучают управлять. Ребенок сталкивается с первой в своей жизни социальной нормой, и от того, как он пройдет эту стадию, зависит в дальнейшем его отношение к социальным нормам вообще. И если, приучая к горшку, родители чересчур строго следят за соблюдением новых правил, ругают его, наказывают ребенка, и, конечно, вероятно, проблема в будущем. И в дальнейшем возможно вариант развития вот 2 типов характера. Это анально-выталкивающего с такими чертами характера, как импульсивность, склонность к разрушению, беспокойство, тревожностью, и анально-удерживающее с упрямством, скупостью, педантизмом, перфекционизмом. Родителям на этой стадии не следует форсировать события, заставлять, ругать ребенка. Необходимо корректно и деликатно хвалить малыша за успехи и к неудачам относиться снисходительно. Следующая стадия – это фаллическая стадия с 3 до 6 лет. Это критический возраст для ребенка. И на этой стадии уже ребенка начинают интересовать вопросы деторождения и половых отношений. Дети осознают свою половую принадлежность и половую принадлежность родителей, и формируются у них первоначальные объекты любви. У девочек это отец, у мальчиков мать. И, соответственно, ребенок ревнует родителя своего пола. И вот фаллическая стадия, она включает в себя Эдипов комплекс и комплекс Электры. Эдипов комплекс – это бессознательное эротическое влечение ребенка к родителю противоположного пола для мальчиков. А комплекс Электры – это вариант Эдипового комплекса только для девочек. И в конце фаллической стадии происходит разрешение Эдипового комплекса, и ребенок подавляет свои сексуальные желания и к родителю противоположного пола и начинает себя идентифицировать с родителем своего пола и перенимает его черты. И вот травмы в период Эдипового комплекса могут стать источником неврозов, импотенции, фригидности в будущем. Мужчины ведут себя самоуверенно, нагло, они постоянно хотят доказать свою мужскую состоятельность. У женщин может быть беспорядочные половые связи, и у мужчин и женщин могут быть и проблемы с сексуальной ориентацией при нарушениях на этой стадии. Следующая стадия – это латентная, с 6 до 12 лет, и здесь уже сексуальные бури на время затихают, энергия либидо направляется в более мирное русло, и в этот период особое внимание ребенок уделяет социальной активности. Он учит
устанавливает дружеские отношения со сверстниками, многое время проводит за освоением школьной программы, формируются новые элементы структуры личности ребенка. Это эго его и суперэго. И дружба в этом возрасте больше сконцентрирована на групповой активности, чем на индивидуальной. И взаимоотношения младших школьников, они становятся более эмоциональными. Если, например, дошкольник мог раздружиться с Олей и быстро подружиться с Катей, то уже младший школьник, он тяжело переживает конфликт с другом. И генитальная стадия следующая. В этот период важными являются гетеросексуальные отношения и разрядка либидо в половом акте. На этом этапе подросток может испытывать сексуальное влечение к сверстникам одного с ним пола, потому что те оказываются более доступными и с ними проще установить контакт. И вот такая подростковая гомосексуальность, по мнению психологов, это явление временное, переходное. И кроме того, она может носить демонстративный характер, возникая в ответ на слишком жесткое воспитание в семье. И данные этапы – это норма, и ребенку нужно их проходить, то есть родителям нельзя ограждать от них. И современный взгляд на психосексуальное развитие детей и подростков, он включает в себя 3 этапа. С позиции современной сексологии нормальное биологическое развитие, оно само по себе еще не делает из человека мальчика или девочку, мужчину или женщину. И биологические характеристики здесь должны быть дополнены психологическим полом, который включает в себя половое самосознание, стереотип полуролевого поведения и формирование психосексуальных ориентаций. На первом этапе осознание принадлежности полу, оно происходит под влиянием микросоциальной среды, но в значительной степени путем детерминированной половой дифференцировки мозга в пренатальный период, то есть еще до рождения. И в этот период ребенок начинает интересоваться строением половых органов и своих, и других людей. Иногда приобретает первый опыт мастурбации. И все дети дошкольного возраста, они проявляют сексуальный интерес. Начинается он с трудных вопросов для родителей. Да? Тети рождают девочек, а дяди мальчиков. А зачем нужны папы, если детей рожают мамы? То есть в этот период дети, они подглядывают за обнаженными взрослыми, играют в доктора с раздеванием, умышленно употребляют грубые слова, которые приносят с улицы. И мотивами такого поведения здесь являются не эротические, а познавательные интересы. Но как относиться к этому родителям? Здесь такая устрашающая и отвлекающая активность родителей эффекта не даст, а создать только у ребенка чувство вины. И самое лучшее здесь деликатно не замечать, но при этом надо объяснить ребенку, что трогать свои гениталии в присутствии других детей или посторонних лиц неприлично, так же, как и появляться обнаженными при других людях тоже неприлично. А если вдруг родитель стал свидетелем такой сексуально окрашенной эротической игры детей, то здесь не стоит наказывать, стыдить, но и поощрять, и разрешать такие игры тоже нельзя. Их надо просто прекратить и переключить внимание ребенка на какой-то другой вид деятельности. Это совершенно нормальное явление для данного возраста. Какие тут могут быть ошибки? Вот Валентина Александровна уже говорила, что и Анна Владимировна, что правильно, половые органы надо называть правильно, нормативными названиями, не уменьшительно-ласкательными словами, да, например, пирожочек, звоночек, да. Вот такое отношение, оно формирует неправильные отношения у ребенка и приводит к тому, что когда он становится взрослым, то он будет стесняться таких домашних названий, заменять
их грубыми вот уличными определениями. И дети всегда воспринимают отношение вот, к интимной сфере через интонацию родителей, через их комментарии, через их замечания. И если ребенок стесняется того, например, что у него ниже пояса, и просит всех отвернуться, когда он переодевается, но это говорит уже о некотором пренебрежительном отношении родителей к интимной сфере. Очень волнует родителей детская мастурбация и способы предъявления. Так, основные причины возникновения ее – это тревожность, вызванная дефицитом родительского тепла, обидами, пренебрежением интересами ребенка, стрессом, одиночеством, изучение ребенком собственного тела, несоблюдение норм гигиены. И сегодня она считается нормой в сексуальном поведении ребенка, но, конечно, за исключением той, которая сопровождает психические расстройства, проявляется в грубой, демонстративной, навязчивой форме. И, естественно, родителям, которые столкнулись с детской мастурбацией, им необходимо определить причины ее, особенности и при необходимости обратиться к врачу во избежание возможных осложнений. На втором этапе происходит с 5 до 12 лет происходит выбор половой роли, которая наиболее соответствует психофизиологическим особенностям ребенка, и формируется характер ребенка. Он начинает осознавать, что люди разного пола выполняют различные функции в семье и за ее пределами, пользуются разной одеждой, предметами. И свою половую роль он отыгрывает в ролевых играх. Это дочки-матери, это игры в войну. Это очень важные игры для ребенка. И в этот период родители должны подавать детям пример во всем: в поведении, в отношении друг к другу, в дисциплине, в гигиене. С поступлением в школу у ребенка, значит, возникает роль общения со сверстниками, и он познает социальные роли, межличностные отношения. Также, хотя в этот период затихает сексуальные игры и мастурбация детская, то есть они прекращаются. И в этот период интерес к миру интимных отношений становится более глубоким. И также дети задают вопросы: а что такое презерватив, зачем он нужен, почему прокладки предлагают только женщинам. И вот перечень таких детских вопросов, он представлен на слайде для ознакомления. То есть для каждого возрастного периода характерен определенный объем знаний, и дети интересуются определенными вопросами. Потом вы можете ознакомиться с ними. Позвольте мне не останавливаться на них. И какие ошибки тут могут допустить родители? То есть, да, действительно, родители должны быть с детьми объективными и правдивыми. И с 7-летним ребенком, и с 15-летним ребенком разговор нужно вести так, чтобы его смысл отвечал действительности. То есть сказки об аистах и о капусте здесь совершенно, но они даже вредны для сознания ребенка, потому что в дальнейшем, правильно, он будет это замещать уличными знаниями. И развращает ребенка не научный факт, а незнание. И избегание родителями вот таких трудных вопросов, оно придает этим вопросам еще большую значимость. И поэтому родитель, он должен всегда уметь отвечать на вопросы ребенка. У него всегда должен быть наготове ответ. И вот к теме детских вопросов я приведу слова великого нашего классика Федора Михайловича Достоевского: «От детей ничего не надо утаивать под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. Какая грустная и несчастная мысль. И как хорошо сами дети подмечают, что отцы считают их слишком маленькими и ничего не понимающими, тогда как они все понимают».
И третья стадия, третий этап – это формирование психосексуальных ориентаций. Здесь начинается и достигает максимума функционирования эндокринной системы, в частности половых желез, формируется личность подростка, происходит развитие чувственности, осознание своих потребностей и интересов. Повышенная внимательность к своему внешнему виду у многих подростков вызывает недовольство. И этот комплекс проблем, связанных с тревожной самооценкой подростками своей внешности, психологи еще называют синдромом Квазимода или синдромом гадкого утенка. Диапазон сексуального поведения подростков расширяется. Какие могут быть ошибки родителей в этом возрасте? То есть здесь приходится, на этот возрастной период приходится очередной всплеск увлечения мастурбацией, и влечение вызывает потребность в разрядке сексуального напряжения, а его достижение удовольствия и муки совести. И такая внутренняя борьба подростка, он, значит, приводит к самоедству, к усилению страхов. Он думает, что я не такой, как все, и поэтому родителям очень надо быть внимательными в этом возрасте, чтобы вовремя оказать поддержку и объяснить подростку, что с ним происходит. Вот в этот период подростки стремятся как можно узнать о своей сексуальности. Отсюда и повышенный интерес к эротическим изданиям, порнофильмам. Вот. Этот интерес проявляется и вот в различных рисунках, да, эротического содержания, там, может быть, высказывания в социальных сетях. И очень важно в этот период, чтобы подростки осознали, что грязной является не сама сексуальность, а циничное отношение к ней. И, как правило, вот, значит, среднестатистически начало половой жизни, оно выпадает на старший подростковый возраст. И сексуальное поведение очень часто здесь опережает личностное развитие. И риск раннего начала половой жизни, он выше там, где существует эмоциональная разобщенность между родителями, где подростку недостает внимания, тепла, любви, понимания. И в этот период тоже очень важно родителям объяснить, что есть заболевания, передающиеся половым путем, СПИД, что какие проблемы могут быть связаны с, возможно, нежелательной беременностью. И таким образом вот разделение психосексуального развития на этапы, оно условно, так как половое самосознание, половая роль и психосексуальные ориентации, они представляют собой динамические структуры, очень связаны между собой и меняются не только в процессе их формирования, но и в процессе последующей жизни. И воздействие патогенных факторов на разных этапах становления сексуальности, оно приводит к нарушениям психосексуального развития. Из нарушений психосексуального развития различают задержку психосексуального развития, преждевременное психосексуальное развитие, различные девиации или парафилии, их еще называют, но я не буду на этом останавливаться, это компетенция врача-психиатра, уже непосредственная. И вот для просвещения родителей по вопросам полового воспитания рекомендую прочитать следующую литературу, которая представлена на слайде. И хочу обратить внимание, вот уже Валентина Александровна рассказывала об этом, что Совет Европы по правам человека, он разработал правила нижнего белья в помощь родителям, как объяснить детям, чтобы они не стали жертвой насилия. И вот по данным этого совета, что каждый пятый ребенок, он подвергается
различным видам домогательства и насилия, и это случается с детьми любого пола. И поэтому ему надо объяснить, что твое тело принадлежит только тебе, то есть это собственность только его обладателя, что никто не должен просить показывать или трогать части тела, которые находятся в трусах. И при этом надо использовать правильные названия половых органов и других частей тела. И важно подчеркивать, чтобы дети об этом рассказывали обязательно родителям. А дети не всегда различают подходящие и неподходящие прикосновения. И им надо объяснить, что плохо, что кто-то осматривает их половые органы или касается их, что просит их посмотреть на половые органы другого человека или коснуться их. Хорошие тайны и плохие тайны. Это правило говорит о том, что дети не должны скрывать плохие тайны. Плохие тайны — это те, которые вызывают у них чувство страха, подавленность. Такие тайны нельзя хранить в себе, и они обязательно должны сообщить об этом родителю, который пользуется у них доверием. А ответственность за предупреждение и защиту лежит на взрослых. То есть, когда дети подвергаются домогательствам, то они испытывают чувство стыда, вины, страха. И родители должны избегать того, чтобы запретные темы, избегать того, чтобы были запретные темы вокруг половых вопросов. И также нужно добиваться, чтобы дети знали, к кому они могут обратиться. Обязательно это должен быть человек в семье, такой близкий человек. И один человек обязательно должен быть вне семейного окружения. То есть дети должны знать также о специалистах, которые могут им оказать особую помощь. Они должны знать, что они могут обратиться к педагогу, к психологу, к врачу, к сотруднику полиции, И должны еще знать, что существуют такие телефонные линии помощи, куда можно позвонить и получить какой-либо совет. Лица, которые совершают домогательство, они, как правило, в большинстве случаев известны ребенку, и поэтому родители должны приучить своих детей, чтобы дети рассказывали им, кто ребенку дарит подарки, кто просит остаться с ним наедине, кто просит сохранить какие-то тайны. А лица, которые неизвестны ребенку, здесь, родители должны объяснить тоже простые правила, чтобы ребенок не садился в машину с незнакомым человеком, чтобы никогда не принимал подарки от человека или приглашения, которого не знает. И эту информацию вы можете самостоятельно прочитать на сайте официальном Совета Европы, по ссылке перейти. И еще хочу обратить ваше внимание, что в Коми республиканской психиатрической больнице работает в течение уже нескольких лет телефон доверия. Оказывается помощь психологическая, анонимно, круглосуточная. Телефонное консультирование проводится психотерапевтами, психиатрами. И по данным телефонным номерам может позвонить родитель или несовершеннолетний ребенок, проконсультироваться по любым вопросам психологического неблагополучия и в том числе по проблемам в психосексуальной сфере. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Юлия Георгиевна. У нас есть несколько вопросов. Увеличу, наверное, и попытаемся на них ответить. Так, первый вопрос. Рассказывать про половые органы и половую жизнь надо рассказывать только родителям или классному руководителю тоже? Если классному руководителю на классном часе или с каждым лично?
Ну, уважаемые родители, здесь, конечно же, есть темы, которые обсуждаются классным руководителем вместе, и мальчики, и девочки, но есть темы, когда обсуждение на классном часе идет отдельно с девочками, приглашается врач или психолог, и отдельно с мальчиками. Естественно, если возникают какие-то вопросы у ребенка, либо что-то классный руководитель, либо учитель заметил, конечно же, такие вопросы решаются индивидуально, ну а затем вместе с вами, уважаемые родители. Еще у нас есть вопросы. 16 лет ребенок просит купить презервативы. Это нормально? Но с точки зрения сексолога, наверное, нормально. Потому что 16 лет — это уже подростковый возраст, надо ему объяснить, надо поговорить. Ну, это индивидуально, конечно, если... То есть родителю, конечно, надо объяснить ребенку, да, то есть, ну, это индивидуально, да, но с точки зрения сексологии, наверное, это нормально, да. Тут вопрос я бы еще дополнила, мальчик это или девочка, да, то есть мальчику это очень, скорее всего, я бы сказала, что это хорошо, потому что, во-первых, он задумался об этом, он понимает, что презерватив это все-таки ответственность мужчины, да, и я бы тут даже похвалила этого подростка в 16 лет, который вот озадачился этим вопросом. Второй вопрос, если это девочка, тогда подумайте, что ее толкнуло на это. Возможно, что есть, например, мальчик, который склоняет к каким-то интимным отношениям, а девочка не знает, как себя защитить, и поэтому вот она как бы... То есть надо узнать, что спровоцировало Да, эту какой ситуацию. мотив был, да? Да. Именно, Мгм. да. Спасибо. У нас еще ниже есть вопрос. Тогда непонятно, как приучать маленького ребенка к гигиене, как сказать на подмывание. Но я вот не очень поняла, непонятно почему, да, то есть это к какому-то контексту было привязано, видимо. Вот, но не надо, если у вас есть проблема, например, что ребенок не хочет подмываться каждый день, надо сделать, чтобы это был ритуал, да, то есть ритуал у нас у всех одинаковый, там надо почистить зубы, да, то есть позавтракать, помыть руки перед едой, также вот этот ритуал сделать нормальным в жизни любого члена семьи, да, что у нас каждый день все моются, да, и это хорошо, и это правильно, да, и тогда у ребенка не возникнет каких-то дополнительных моментов, зачем это нужно делать, например, каждый день. Ну и потом у каждого родителя, наверное, должен быть свой индивидуальный способ предоставления информации ребенку. То есть каждый родитель уже сам выбирает, как удобнее, и в зависимости и от индивидуальных особенностей ребенка, как ему об этом объяснить. Это именно вот объяснить, да. Спасибо. И еще у нас, по-моему, есть ниже вопрос. Как быть учителю, если ученик начинает везде оставлять следы? Рисовать мужской половой орган в тетради, на парте, демонстративно. Ну, наверное, учителю надо тоже объяснить ребенку, да, что такое вообще половая сфера, да, для чего она вообще, для чего она нужна, так сказать, да, и чтобы это не было в циничном отношении такое, и, значит, предложить какой-то другой вид деятельности, переключить его. Вот можно я бы хотела здесь добавить, что... Хотя это нормально, то есть сексуальный интерес он проявляет, ученики проявляют сексуальный интерес. Я бы сказала, что здесь, наверное, подросток больше проявляет именно, хочет привлечь внимание. То есть эта демонстративность, она, в принципе, нормальная в подростковом возрасте. И он решил таким образом просто проявить внимание, чтобы обратили на него внимание, обратить на себя внимание. И иногда, если на это опять-таки бурно реагировать как-то, то это, наоборот, будет его провоцировать повторять эти действия. То есть, может быть, лишний раз можно также лично встретиться с ним, поговорить, именно для чего, что происходит вообще, для чего нужна вообще половая сфера.
Вот. Либо вообще отнестись к этому с юмором, то есть не акцентировать на это внимание, вот, и можно бы, я бы даже сказала, где-то в каких-то моментах игнорировать. Потому что чем больше реакции на это такой бурный, негативный, тем больше это будет проявляться. А когда это оставляешь без внимания, не акцентируешься на этом, то и ребенок потом перестает, собственно говоря, это демонстрировать дальше. Спасибо. И еще, по-моему, есть вопрос. Покажите еще раз слайд по спискам литературы. Вот Дмитрий Валерьевич, пожалуйста, вам предоставил. Уважаемые родители, я хочу вам сказать, что все сегодня вот презентации, материалы, они будут вам в доступе, вы можете их скачать и пересмотреть вновь. Так, Можно если я у вот нас... еще Да, вернусь пожалуйста. к вопросу про школу и классному руководителю или вот учителю о половом воспитании рассказывать, да? То есть если у вас есть запрос, допустим, на том, что у вас дети достигли какого-то возраста, вы бы хотели, чтобы с ними поговорили по теме полового воспитания. Во-первых, обсудите это на родительском собрании, потому что у всех разное понимание норм полового воспитания, да, у всех разные традиции семейные, какие-то религиозные моменты. И если вы приглашаете общего какого-то человека-специалиста по половому воспитанию, заранее обсудите, какие темы могут освещаться им, а какие вы бы не хотели, чтобы специалист освещал, чтобы потом не возникло претензий к этому специалисту, да, а у вас бы шок, что вашему ребенку рассказали то, о чем бы вы не хотели, чтобы он знал, допустим. Это просто так. Да, и конечно. желательно, конечно, брать вообще согласие у родителей, чтобы они подписывали, что согласны на проведение беседы с ребенком. Ну и потом лучше, конечно, чтобы родители сами повышали свою половую грамотность, да, в вопросах полового воспитания, да, свою грамотность в вопросах полового воспитания. И вот для этого, конечно, надо вот больше изучать какой-то специальной литературы, и потом вам самим будет легче разговаривать со своим ребенком. Спасибо, уважаемые коллеги. Возвратимся к моей презентации. Еще есть, да, вопросы? Нет? Нет, да? И мы хотели бы дать вам несколько советов, как уберечь ваших детей. Первое правило: устанавливайте доверительные отношения со своим ребенком. Постоянно наблюдайте и оценивайте изменения в поведении ребенка. Старайтесь обращать внимание на его окружение. Сделайте дом максимально комфортным для времяпровождения, как для вашего ребенка, так и его друзей. Необходимо наладить тесные взаимоотношения с педагогами и родителями одноклассников ребенка. Поощряйте ребенка рассказами о своих друзьях, о себе, о своих увлечениях. Доверительные отношения станут для ребенка хорошим стимулом рассказывать о происходящих в его жизни событиях. И в случае непростой ситуации родители смогут вовремя оценить степень опасности и помочь найти выход из нее. Второе правило: уделяйте больше внимания своему ребенку. Один из самых надежных способов, который поможет вам наладить доверительные отношения, заключается в том, чтобы проводить с ребенком как можно больше времени. Дети, страдающие от нехватки родительского внимания, с большей вероятностью проявят интерес к чужому человеку, потенциальному преступнику, который сможет увлечь их. Такие люди быстро входят к ним в доверие, они умеют сопереживать детям и понимать их, становясь для них образцом взрослого человека, к которому они тянутся. Третье правило: будьте открыты ребенку в любых ситуациях. От родителей требуется набраться терпения и научиться внимательно слушать детей, когда они рассказывают о событиях своей жизни, о своих друзьях, задавать ребенку вопросы о его страхах и огорчениях, поощрять ребенка, делиться сокровенными переживаниями. Это одно из наиболее важных условий, которые помогают избежать беды. Нужно быть в курсе взаимоотношений ребенка с другими детьми и взрослыми, а скрытность, окружающая взаимоотношения малыша или подростка с другими людьми, должна настораживать. Правило четвертое.
Дайте ребенку максимум необходимой информации о проблеме. С раннего детства рассказывайте ребенку о правилах поведения в обществе, приводя примеры положительных и отрицательных форм проявления. Учите держать правильную дистанцию при общении со взрослыми. Желательно обыгрывать такие ситуации на улице. Однако при этом старайтесь не запугивать ребенка, а учить его действовать в экстремальной ситуации, повторяя уроки по мере взросления. Следите за тем, чтобы ваша речь не была похожа на нудные поучения. Постарайтесь интересно и доходчиво донести до ребенка основные правила поведения на улице, сопровождая свою речь яркими примерами. Только в этом случае ребенок услышит вас, а вы сможете быть уверены, что в случае чего он сумеет за себя постоять. Правило 5. Особую осторожность следует проявлять в отношении безопасности ребенка в интернете. По возможности установите на компьютере программы, блокирующие нежелательные или потенциально опасные сайты. Объясните ребенку, что так же, как и в реальной жизни, в сеть нельзя выкладывать личную информацию, которая относится адрес, номер телефона, место работы или учебы. Научите ребенка пресекать попытки знакомства в сети интернет по причине того, что новые знакомые могут оказаться злоумышленниками. Желательно вместе обсудить, какие фотографии допустимо выкладывать в социальные сети, а какие нет. Правило 5. Особую осторожность следует... Так, я уже повторила. Правило 6. Следите за тем, чтобы внешний вид ребенка не был провоцирующим. Следите, чтобы ваш ребенок сам не провоцировал преступника на агрессивные действия излишне вызывающим внешним видом либо дорогими украшениями. Правило 7. Сведите к минимуму возможность столкновения ребенка с лицами группы риска. То есть установите в подъезде железные двери с кодом во избежание проникновения в него бомжей или наркоманов. Объясните ребенку, что в ваше отсутствие никто не станет обращаться к нему, и поэтому незачем открывать двери посторонним людям. Правило 3. Требуйте от ребенка, чтобы, уходя из дома, дети всегда сообщали, куда идут и как с ними можно связаться в случае необходимости. Чтобы избегали случайных знакомств и приглашений в незнакомые компании. Требуйте, чтобы перед уходом из гостей театра звонили и предупреждали об этом. Чтобы не входили в подъезд или лифт с незнакомыми лицами. Вот такие вот рекомендации для вас, уважаемые родители. Ну что, мы завершаем нашу работу. Мы надеемся, что мы были для вас полезны. Если у вас есть вопросы, вы также можете их написать, и наши коллеги еще вам ответят, либо обращаться уже к ним непосредственно по тем телефонам, которые были ими представлены. Ну а в завершении я хочу сказать, что безопасность детей — это забота взрослых. Поэтому я вам желаю всем безопасности, чтобы в ваших семьях был покой, вам мудрости и всего вам самого наилучшего. До следующих встреч. До свидания. Доброго. Спасибо за внимание.